Город, совмещающий дух Кавказа и современность. Один из самых многонациональных городов России. Красивый, душевный и вкусный. Владикавказ заряжает спокойствием, уютом и теплом сердец. Расположенный на берегу Терека, окруженный белоснежными вершинами гор, он богат своей историей и обладает неповторимым колоритом. У каждого из нас свой Владикавказ. Владикавказ – это провинциальный город со столичными привычками. Нет большой родины без малой. Это начало, это исток, и всю жизнь она остается источником вдохновения, опорой, надеждой для любого человека, мне кажется. Чем красивее наш город, тем радостнее и веселее в нем жить. Тамир Салбиев – признанный эксперт в области осетинской традиционной культуры, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник Владикавказского научного центра РАН, автор более полусотни работ, посвященных языку, устному народному творчеству, мифологии и обрядности осетин. Считает, что, сохраняя связь времен, мы в конечном счете обретаем то, что является самым ценным на свете – самих себя. Научные работы Тамира Салбиева помогают прикоснуться к наследию древних традиций и глубже понять их значение в современности. Стажировался в Центре евразийских исследований Института восточных языков и цивилизаций в Париже. Был одним из редакторов при подготовке издания английского перевода осетинских нардских сказаний в Принстонском университете США. Новая книга Тамира Салбиева «Уроки древнеперсидского» посвящена выдающемуся ученому Василию Ивановичу Абаеву. Образованный человек – это тот, кто хочет понять, ради чего он пришел на этот свет. По-настоящему масштабные люди, как правило, ведут себя очень скромно, сдержанно и, самое главное, сохраняют спокойствие. Я люблю Владикавказ за то, что здесь моя жизнь обретает смысл и находит оправдание. Самая длинная дорога начинается с первых шагов. Начало-начал – родительский дом. Улица детства, где человек постигает основы коммуникации с миром. Соседи, чей масштаб личности подчас завораживает. Пересечение двух улиц – Костахи-Тагурова и улица Остинская. Вот там я провел первые 20 лет своей жизни. Там и по сию пору стоит полутораэтажный дом конца XIX века. В этом доме жил мой дед. Легенда приписывала этот дом Гаппубаеву. Там действительно оставалась какая-то старинная мебель. Вот я еще застал огромный шкаф, да, из мореного дуба. Прошло, может быть, не так и много лет, да, но, в общем-то, я вспоминаю вот те годы как совершенно другой мир. Не только на уровне ощущений, это вот на уровне городского ландшафта, да, то, что называется урбанистика. Людей было немного. И все были на виду, все были очень яркими, все были личностями. И ну вот через дорогу, немного ниже, по Костахи-Тагурова, жил Казбек Цискавич Гутиев. Это вот такой известный литературовед, издатель Костахи-Тагурова, может быть, один из лучших знатоков его литературного наследия. Если по Осетинской улице пройти выше, в сторону первой школы, то там жили братья Дзантьевы.
И сам дом у них был такой вот, как романтический замок на пригорке, да, его окружал сад. И сами эти братья были такие очень интересные, яркие. Владикавказ тех лет был городом, где природа оставалась очень близка человеку. В пойме Терека были большие заросли камыша. Лес был рядом, в котором водился дикий кабан, заяц, фазан, дикие утки, а в озерах и реках было много рыбы. А осенью, вот в начале сентября, над Осетинской церковью, на вот этих восходящих теплых потоках воздушных парили орлы. И все это давало ощущение близости к ущелью, к горам. Но главной достопримечательностью сторонки был музей осетинского языка и литературы. Он был создан в 1939 году и в те годы располагался в здании Осетинской церкви. Это был такой вот совершенно особый, даже в чем-то волшебный мир. Оттуда открывался прекрасный вид, да, потому что это уже на возвышении. И можно было вот панораму Владикавказа, вход в ущелье. Вот это ощущение того, что мы город открытый миру. Вот эта открытость – это такая характерная черта. И там, конечно, вот пантеон, да, могилы Костаки Тагурова, Васалбаева, Махарбека Туганова, да, Владимира Тхапсаева, ну и многих других. Вот оказалось, что эта дорожка привела меня к изучению творчества, наследия Костаки Тагурова. И мне кажется, что я смог открыть там много интересного, того, что раньше, в общем-то, оставалось непознанным, потому что я рассматриваю Костаки Тагурова вот в привязке к Остинской церкви. Наверное, в мире не существует города, где не было бы своей легенды. Городские легенды, основанные на фактах и вымышленных историях, передаются из поколения в поколение. Легенда, которая мне очень нравится, она интересна тем, что в ней находят выражение вот этот универсальный, вселенский характер, да, взгляд на мир жителей Владикавказа. Главный герой – император всей Руси Николай I. И он действительно был в 1837 году во Владикавказе. Там, где сейчас находится музыкальный театр на набережной реки Терека. Его приветствовали представители сословий Владикавказа. Он их всех обходил. Он дошел до группы осетин. Когда император приближался, то все снимали шапки. Все сняли, а вот один из осетин не снял. Это императора удивило. Это уже легенда начинается. И он его спросил, а почему вот вы, собственно, не снимаете головной убор? Тот ответил, а почему он должен снять? Ну, то есть завязался диалог. Николай I отвечает, ну, я же император, пацах, да, по-остински. На это следует замечание, кадми ягма хазары пацах надо. То есть, ну, а в доме у меня же ты не царь. Ну, это как-то нисколько не смутило, то есть все продолжалось. И потом ему подарили кабардинского скакуна, необъезженного. И это был такой подарок с подвохом, потому что, да, вот император из Санкт-Петербурга, а здесь вот такие удальцы. Император, нисколько не смутившись, этого кабардинского скакуна на глазах у собравшейся публики, изумленной, он смог его объездить. Тот, конечно, брыкался, пытался его сбросить. Но опытный всадник, он с ним справился. И не только окружающий, но и сам император был очень доволен. И когда он спешился, то вот этот осетин, не снявший головной убор, он к нему подошел и демонстративно снял свою папаху. Причем сказал ему «Куд
Пацаханафала кудлаганафта. То есть это вот основа. При этом здесь смешались быль и вымысел, потому что большая часть вот этого эпизода, она документирована исторически. А вот та часть, которая касается испытания, да, выдержки императора, его готовности, да, общаться, это уже местный вымысел. Но он интересен тем, что это фактически самоописание. То есть в осетинской системе духовно-нравственных ценностей важнейшую роль играло понятие мужества, лагзинат. И вот это понятие лаг, да, не как перед царем, а как перед мужчиной. Одна из ярких встреч, которую подарил Владикавказ Тамерлану Салбиеву, было знакомство с настоящим ученым, профессором Василием Абаевым. Его доброжелательность, жизнелюбие, какое-то радостное свечение, умение делать сложные вещи простыми, понятными, остались в памяти навсегда. Но он меня поразил тем, что он был бы на своем месте. Вот среди тех стариков, которых я застал, он от них отличался только своей образованностью. А во всем остальном это было вот все то же самое. Легко узнаваемое, понятное, да, внушающее уважение, степенность, вот, сила характера, уважительное отношение к окружающим и к младшим тоже, независимо от социального статуса. Важнейшее свойство осетинской традиционной культуры – уважение к личности. И я его видел и вот пока рос, и потом я всегда искал его, вот и продолжаю искать. И ценю это, наверное, больше всего остального. Размышляя о современном Владикавказе, по мнению ученого, особый смысл приобретает творчество великого поэта Коста Хитагурова. Ведь сегодня наше общество вновь на распутье, как в эпоху, когда жил и творил поэт. И литературное наследие Коста рассматривалось как программа духовно-нравственной модернизации осетинского общества на рубеже XIX и XX веков. Он религиозный философ, и он не случайно стал национальным символом. Он постиг основы осетинского духовного склада. Сделал это интуитивно, выразил это в своей поэзии. А сегодня мы можем это уже вычитывать, да, понимая, с какого рода памятником мы имеем дело. Ключевое четверостишье из его творческого наследия – это вот из поэмы Кубады «Фалана Амон, на Шарневон, на Хашабира, на Ахошей, Фияуфошей, на Хашабирах». И там ключевое слово – это «амонд». То есть это представление о счастье. А иначе говоря, это представление о смысле бытия человека. И это существительное «амонд», оно производно от глагола «амонен». И «амонен» – указывать, конечно, показывать. Но этимологически это глагол, он индоевропейский, да, вот, древний, архаичный. Он связан с умственной деятельностью. Это то, что вот славянское «мнить». И тогда это вот английское mind, да, разум, ум. И тогда амонд – это нечто замышленное. То есть это нечто идеальное, представляющееся судьбой, тем путем, которым суждено идти человеку. Вот сам Коста, да, он говорит: «Амонд радан, саямонд мазуран, асыраштаджита амонджанчию, на баш хасавой, андарсадаркуран, бажу он масил». Счастье, о чем я, безумец, мечтаю. Где в наше время счастливца найдем? Нет, не о счастье я к Богу взываю. Друг мой, о чем? Вот Коста оказался одновременно в двух культурах. И то, что в европейской культуре счастье,
оно не вполне соответствует осетинскому амонту. Потому что амонт может быть и хорошим, и плохим. Хоржа амонт дахай, да, благопожелание девушке, вот счастливой тебе судьбы, замужества. Но может быть и федамонт, да, вот злая судьба, рок. И не случайно же он и связывает это со Всевышним, да, то есть он как бы обращается к нему, спрашивая, вот, что мне суждено, каким путем мне следует идти. Первое издание книги «Ирон Фандыр» вышло в свет 125 лет назад. Однако поднятые проблемы не теряют своей актуальности по сей день. И само название было выбрано не случайно, ведь музыкальные инструменты — это средство воздействия на окружающий мир, а незрячий сказитель Кубада, изображенный на обложке сборника, выступает в роли альтер-эго самого поэта. В уста народного певца вкладывает формулу, выражающую основное содержание осетинского духовного склада. И спустя время, вновь и вновь обращаясь к творчеству Куста, мы понимаем, что он, будучи художником, а не профессиональным философом, фактически смог выразить метафизику, постичь сам дух. Тамир Салбиев. Различные направления духовной жизни осетинского народа были сформированы именно поэтом. Велико его влияние как художника и гражданина на развитие нации, ее духовного потенциала. Эта духовность, она зиждется на культе героя индоевропейском. Это вот Геракл, да, вот самый как бы известный нам пример. Он имеет как бы несколько вот таких важных аспектов. То есть герой – это тот, кто преодолевает страх. Инстинкт самосохранения – это врожденное природное качество. Оно дано во спасение. А для того, чтобы стать героем, нужно вот эту природу человеческую, биологическую преодолеть. И выходя за вот эти рамки, да, то есть становясь существом сверхприродным, преодолевая страх, у человека открывается путь к вечности, путь к бессмертию. И это бессмертие, оно в традиции связывается с Создателем, со Всевышним. В плане метафизики культ героя означает, что путь к Богу, к источнику вечности, света и добра, пролетает через преодоление страха смерти. Культ героя с необходимостью включает также и свободу воли, что означает выраженное личностное, то есть сверхприродное, начало и жертвенность как условие победы над природным инстинктом самосохранения. Куста не только постиг эту великую мудрость бытия человека, смысл жизни и смерти героя, но и смог, создав осетинский литературный язык, развернуто и убедительно донести ее до всех читателей своего сборника стихов на родном для них языке. Он и сам, пройдя этим путем героя до конца, обрел бессмертие в благодарной памяти потомков. Тамир Салбиев. Очень важные два аспекта этого культа – это свобода воли. То есть нельзя совершать подвиг по принуждению. Он должен совершаться совершенно осознанно. И вот в этой осознанности и проявляется, собственно, героика. А другой аспект – это жертвенность, то есть готовность погибнуть. И эта жертвенность, она в осетинской традиции пронизывает все общество. Вот даже на уровне речевого этикета, когда пожилые женщины благодарили раньше, да, то по-осетински они говорили «да рынтабахарон», «да факкалфаон», «уршварыктенон», да, то есть «да съесть мне твои хвори», да, «да пусть меня принесут тебе в жертву». Владикавказ – это город, открытый миру. Как двигаться вперед, не отрываясь от своего культурного наследия и не теряя идентичности? Как сделать силой свой духовный опыт и при этом быть интересным миру?
Современное общество вновь оказалось осетинское на распутье. Похожая ситуация была на рубеже XIX и XX веков. Оказалось, что самая важная составляющая этого перехода, она лежит в системе духовно-нравственных ценностей. То есть как, двигаясь вперед, не потерять связь с прошлым, не потерять связь поколений, как сохранить эту опору. И программу развития, которая, в общем-то, в течение 100 последующих лет и вела Осетин, ее предложил Костя Хитагуров. Теперь мы вновь оказались перед этими вызовами времени. То есть нужно показать обществу, а в чем, собственно, заключается основа осетинского духовного склада. Уже на этом новом этапе.